Made from the mud, there's dirt on my hands. Strong like a tree, there's roots where I stand. Oh, I've been running from the law. Hope they won't shoot me down soon. They sing on a sleepless night. Try to catch me howling at the moon. Keyif тоқтасаңыз. Впечатление. Стильный как. Шық. Олег шық дейді бірлерге. Келмек, иштирак олмақ. Мен пек севенем, пек бегенем шыны. Кино меселесі, оны чоқтан енді қырым татарларға чезмей керек еді. Яшыда Жаңлы радио бұндан олғыраша. Знаю, сколько пришлось работать команде, знаю, с каким трудом это далось и с каким профессионализмом подошли к делу. Очень долго ждали этот фильм. И сегодня, надеюсь, получить незабываемые впечатления. Я не сомневаюсь в том, что будет замечательный вечер. Я считаю, что для крымско-татарского народа и для Крыма будет очень интересна эта тема. Она не придумана. Его как режиссер это первый фильм, но мы с ним уже на съемочной площадке встречались, и с ним всегда приятно и радостно работать. Названия менялись. Было сначала название «Мирас», «Наследие», а затем уже в процессе работы, монтажа над фильмом мы изменили название на «Муптиля». Муптиля означает «одержимый», но при этом одержимый не любовью, а одержимый страстями, бесами. И этот фильм, если вы посмотрите, он очень точно отражает ту драму, которая заложена. Но главную роль Эрнеста играет профессиональный актер Арсен Джемилев, актер театра и кино. Еще одну главную роль у нас исполнила наша выдающаяся художница Зарема Тросинова. Это ее актерский дебют, и он состоялся в 83 года. И мы очень ей благодарны, что она согласилась участвовать в этом проекте, она украшение этого проекта. Bu bir quvonchli tadbir. Böyle tadbirlar çok olmak gerek. Mana bu tadbirda men ko'rem tanishmalarni, ko'ngilga yaqin insonlarni, da ziyodasidan ko'rem ijodiy odamlarni. Aytmasdimki, ijodiy insonlarni birleştirgen tedbirler çok olmak gerek. Öyle kuvvançlı günlerini hepimiz, daha doğrusu millet görmek gerek. Kırım Tatarlar vatanda yaşaylar. Anda daha ekranda kimse men belese müelliflerden gayrı bilmiyor ne olacağını. Ama bundan çıkanda ben eminim herkes evine kayıtkanda öyle birkaç uzun devirge böyle bir enerjiya, böyle bir tesuratlarla kaytacak ve bu kuvvançını yaşayacak. Это очень знаменательный день для всего нашего народа. Почему? Потому что тема настолько злободневная, настолько нужная была. Он над ней работал, Эльмар Аблаев, и работал больше года. Это очень серьезный подход, очень досконально, основательно. И тема, казалось бы, два героя, а глобальная тема получилась, понимаете? Поэтому для меня то, что оно завершение вот такое нашло, сегодня мы посмотрим и еще больше почувствуем, насколько это важно было. И чего мы добились, зрители скажут. When the sun rises, when the sun Маңа bu актуаль мевзу тесір етті, топрағымыз. Екіншісі,
ailevi qiymetlikler, milli qiymetlikler. Filmning komandasi o'g'illarine bu meselelerini koyar ekanlar. Men bilsem ala işaretke yüksek seviyede bu meselelerini çözmeye hareket ettiler ve çözdüler. Конечно, фильм непродолжительный, но вот, что называется, зацепил. У нас сейчас очень много таких злободневных, острых тем, проблемных. И, к сожалению, недостаточно площадок, недостаточно людей, которые готовы эти темы обсуждать и давать свои ответы на вот эти злободневные вопросы. Сегодня мы озвучили одну из таких тем и получили один из вариантов, для крымских татар единственный возможный вариант этого ответа на этот вопрос. Тема очень острая, актуальная. Я думаю, очень многие мои ровесники, мужчины чуть старше, крымские татары, сталкивались с такими моментами, когда для какой-то материальной выгоды стоит идти на какие-то жертвы, жертвовать какими-то принципами и ценностями. И вот концовка, конечно, заставляет задуматься о том, что есть вещи намного важнее, чем деньги. Впечатляющий фильм, который просто до мурашек поглощает в эту атмосферу. И очень многие вещи переосмысливаешь. И особенно слова про родную землю, нашу родину, они всегда откликаются в душе. Эльмар Эфендіні мен жоқтан білем. Бір іш башласа, темелінен япа. Çok böyle bir mantıkla yapkan bir rejissör. Film elbette pek gerekli mevzular koteriyor. Pek gerekli. Merakla baktık. Çok güzel. Elmar Efendi'ye ve bütün bu filmi yaratkan ve bu filmi yaratmaya yardım eden insanlara artık гур olsun diyeyim. Я в полном восторге от того, что сегодня увидела, потому что этот фильм, который позволил мне испытать весь спектр эмоций, от улыбок до слез. Каждому есть над чем задуматься, каждому есть о чем подумать. И каждый уйдет отсюда с определенным багажом мыслей. Я впервые на таком кинопоказе, учитывая, что у нас уже были кинопремьеры большие, громкие, это первая, и она меня очень впечатлила, потому что поднимаются очень важные для нас актуальные темы. Земельно-денежный вопрос, если можно так выразиться, он для нас очень животрепещущий. Очень интересная команда, очень интересный подход, все очень живо. Я считаю, задумка была супер, и я хочу, чтобы эта команда продолжала работать. Я со своей стороны попытался сделать авторские свои песни для этого проекта, для этого фильма. Конечно, музыкальный ряд, который был изумительно точно передан в этом фильме, это отдельное искусство, потому что, знаете, фильм, сюжет, сценарий – это, конечно, главные атрибуты, но также музыка влияет на человека, поэтому эта работа была выполнена на 100%. Все организовано на очень высоком уровне. Сама картина, честно говоря, меня в хорошем смысле потрясла, потому что за очень короткий промежуток времени заставляет реально задуматься о главных вещах. И если каждый присутствующий в зале хотя бы чуть-чуть ушел вот с этой мыслью, то, наверное, главная задача этого фильма реализована. Идея фильма всем нам близка. Мы о нем каждый день почти и говорим, и делимся, и возмущаемся. Такие короткометражные фильмы, чем хороши, они много вопросов ставят. В этом фильме тоже есть вопросы. Они, в общем-то, на злобу дня. И я хочу сказать, что очень приятно, что на таком классном, высоком уровне сделан фильм, организована подача. Сама идея очень крутая, поскольку действительно заставляет задуматься о том, кто мы, что мы и почему мы здесь на родной земле, поскольку вот в последнее время наблюдается тенденция, когда в силу известных обстоятельств наши соотечественники покидают родную землю и, к сожалению, не дорожат тем, что нам завещали предки. Жить здесь, оставаться здесь. Çok bir duygular içimde, çok heyecanlar içimde. Ulen bir terin manalı bir film oldu. Herkes demin bilesem bir sual kaldı başında. Работа очень своевременная, потому что она, знаете, вот обращение к молодежи, возрождение наших ценностей, о том, о чем мы часто забываем. Понимаете, лучше не скажешь, чем вот этот фильм, не скажешь лучше, чем эта бабушка. Понимаете, действительно, она станет
всекрымской бабушкой, наша дорогая Зарема Ханум. Я хочу пожелать ей здоровья, а творческой группе новых и новых высот. Такое в истории крымско-татарского кинематографа это впервые. Это первые шаги, но какие шаги? И темы, самое главное, которые поднимались, там было несколько линий, которые я просмотрела. Это, во-первых, поколенческая разница между старшим поколением и младшим поколением конкретно в ценностях. То есть ценностные ориентиры, которые у нас сейчас теряются, они остро, вот эта проблема остро поднимается в этом фильме. Те смыслы, которые Ильмар Бей, режиссер и вообще вся творческая команда смогла заложить в эти, я не знаю, там 20 минут или сколько он идет этот фильм, да, то есть очень короткий метр. Все эти смыслы очень актуальны. И мне кажется, вот та форма, через которую режиссер донес все эти смыслы, вот она где-то немного, знаете, такая театральная. Но при этом, мне кажется, именно эта форма и была нужна для донесения этих смыслов, потому что если бы это все было облечено в какую-то форму такую более, знаете, утонченную, глубокую, там, с каким-то сложным символизмом, то просто эти смыслы не дошли бы до целевой аудитории. Вот. И я хотел бы отметить особенно техническую сторону этого фильма, потому что мне кажется, что картинка, то есть вот качество операторской работы, качество звука, да, вот звукорежиссура, цветокоррекция, то есть вот все вот эти моменты, которые находятся как бы под капотом, да, вот, как правило, массовый зритель их не замечает, а просто вот как бы на уровне ощущений. Но я со своей стороны заметил, что там проведена очень большая работа и действительно качественная на очень высоком современном уровне. Вот. И вот эта техническая сторона, она прям вот меня очень сильно впечатлила. И отдельно еще хочу отметить организационную сторону. То есть я восхищаюсь талантом Наджии Ханум Феми, потому что я представил, вот когда сидел, смотрел фильм, я вот прям вот пытался представить, сколько это всего надо было, сколько ниточек надо было связать, чтобы все это устроить. И я понял, что вот я бы точно это не смог бы, а Наджия Ханум смогла. И я вот здесь прям вот аплодирую ей очень сильно. Мы еще решаем, может быть, мы сделаем еще несколько показов в кинотеатре. Вот. А вообще, конечно, планируем этот фильм дать ему жизнь фестивальную немного, чтобы он получил признание профессиональных зрителей. Очень тронута этой реакцией, очень много теплых слов, люди подходили со слезами на глазах, и я не ожидала такой теплой зрительской реакции. Хочется обнять каждого, кто сегодня пришел в этот зал. Хочу поблагодарить всех, кто на протяжении года работал над этим проектом. Это действительно был сложный проект. И продюсерский, и технически мы для себя новые грани открыли своих возможностей, прокачали свои навыки. У нас отличная команда, которая теперь рвется в бой. И у меня теперь новые продюсерские вызовы. И действительно очень классный сценарий у нас уже сегодня на столе. И театральные, и киносценарии. И я хочу, чтобы у нас была возможность их реализовать, показать миру. Пусть это громко звучит, но я хочу, чтобы мы показали миру, что мы можем, что крымско-татарский кинематограф, он есть, существует и развивается.